Охтинская поликлиника обзавелась новым легковым автомобилем с медицинским салоном. Его приобрели на федеральные и республиканские средства в рамках госпрограммы по развитию паллиативной медицинской помощи. Машина предназначена для выезда врачебных бригад. А главное, она решит давнюю проблему транспортировки паллиативных пациентов. Виктория Науменко расскажет подробнее. Онкологические больные, пациенты с рассеянным склерозом и другими серьезными диагнозами, словом, все, кто не в состоянии обеспечивать процессы жизнедеятельности самостоятельно. Такие люди нуждаются как в специальном оборудовании, так и препаратах, которые поддерживают жизненно важные процессы организма. Они постоянно под наблюдением врачей, и категория у них своя, особенная, паллиативная. К Охтинской поликлинике таких прикреплено около 300 человек. Многие не передвигаются самостоятельно, при этом нуждаются в регулярных осмотрах. Осмотр паллиативных больных, это же, конечно же, мы стараемся ежемесячно, потому что иногда и чаще, так как они требуют более тщательного наблюдения и коррекции лечения. Также есть пациенты, которые, например, используют у нас кислородные концентраторы, требуется коррекция работы данных кислородных концентраторов и приходится выезжать чаще. Новую машину приобрел Минздравком в рамках госпрограммы по развитию паллиативной помощи. Средства как федеральные, так и республиканские. Медики отмечают, ранее транспортировка таких пациентов вызывала немало сложностей, а потому новому транспорту здесь рады как пациенты, так и сами врачи. Раньше, к сожалению, помощь таким больным была затруднительна, потому что приходилось привлекать различные некоммерческие фонды. Да? В данном случае вот фонд «Милосердие» мы приглашали, да, они помогали нам с доставкой таких пациентов. Есть платная машина, кто-то занимался в Шудаяге, там висели объявления. Мы обращались к ним, оплачивали, да, человеку, потому что такие люди не имели возможности заплатить. Грузили там его и потом перевозили до места жительства, и наши ребята, добровольцы, поднимали его. Вот так было. А сейчас, конечно, это намного упростит, что не надо искать машину и оплачивать ее. Машина отечественного производства оборудована всем необходимым для транспортировки лежачего больного. В салоне есть крепление для инвалидной коляски и приемное устройство для установки носилок. Ну вот, человека на носилках положили, вот, и все, и также его затаскивают сюда. А самое главное – это наша отечественная Нива с вместительным салоном и высокой посадкой. Такая легко проедет и по бездорожью, и по проблемным дворам. 4×4, в принципе, полный привод, как бы, для труднодоступных мест, так, где обычно легкова не проедет, да, особенно вот по весне, когда вот у нас вот дворы такие вот плохие, грязные, да, вот не заехать. О поступлении машины в поликлинике стало известно еще в августе. Оформление бумаг заняло некоторое время, и в итоге машина введена в эксплуатацию только сейчас. Выездов к пациентам еще не было, но медики уверены, все надежды она оправдает. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Охта.